Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам карту дня на 24 октября 2020 года. Посмотрим, какой будет сегодня день. Карта дня у нас десятка мечей. Что будет мешать? Рыцарь чаш. Что будет помогать? Умеренность. Десятка мечей – карта, которая показывает окончание чего-то важного для нас. Здесь вот на этой карте, именно в этой колоде, у нас изображен человек, который отдыхает после того, как он собрал урожай. Это может быть какая-то прибыль, окончание какого-то там проекта, сделка совершенная, да, когда мы уже можем отпраздновать результат, когда мы можем порадоваться. Здесь могут приходить деньги, здесь может разрешаться какая-то сложная ситуация, мы здесь можем находить работу, мы можем здесь заканчивать обучение, сдавать какие-то важные экзамены. И вообще любые абсолютно процессы у нас завершаются по этой карте. И сколько бы ни было там трудностей у нас до этого, мы сегодня испытываем облегчение, но и желание, конечно, отдохнуть, расслабиться, переключиться. И видите, здесь на карте все-таки изображен человек один. Да? Это не время, когда хочется быть в окружении других людей. Хочется помолчать, хочется обдумать что-то, хочется собраться с силами. Вот десятка мечей, она все-таки карта таких вот внутренних раздумий, когда нужно обязательно такое место найти для себя, чтобы побыть в одиночестве. Десятка мечей астрологически Солнце в Водолее. А это значит, вот Водолей, он всегда хочет свободы, он всегда хочет, знаете, чтобы обязательства, которые он давал обещания, чтобы они все были выполнены, да, и как раз вот здесь это все происходит. И солнечное, ну, как бы Солнце именно в этой карте говорит о том, что все получилось. Да, проект закончен, деньги получены, сделка завершена. Если, допустим, были какие-то проблемы со здоровьем, они тоже разрешаются, начинает восстановление организма. Может быть любая победа, могут быть ситуации, связанные, может быть, с какой-то конкуренцией завершены, да, или, может быть, здесь спортивные какие-то достижения, вот к чему вы долгое время шли, готовились постоянно, да, здесь вот может быть улучшение. Плюс здесь решаются вопросы с властью, да, если, допустим, были какие-то противоречия вот на работе, то как раз сегодня, может быть, или вчера, может быть, да, было какое-то вот окончание, а сегодня мы можем уже как бы вздохнуть спокойно. Или, допустим, в семье были какие-то споры, кто главный, да, вот сегодня уже этого нет. То есть мы сегодня именно свободны от каких-то проблем. Также карта говорит о том, что может какое-то любимое дело, вот если у вас есть, то вы можете принять решение, там, заниматься этим, не заниматься. Или, допустим, вы уже какой-то там проект завершали, да, то вот сегодня он может быть закончен, и для вас есть возможность отдохнуть, подумать, чего вы снова хотите. Если какой-то пари заключали, вот может быть выигрыш, может быть для детей важная карта, какая-нибудь победа для детей, да, или участие в конкурсе тоже очень удачное, успешное. Хорошее время для того, чтобы делать какие-то инвестиции именно в образование. Может быть, вы закончили только что какой-то курс и получили, допустим, какую-то бумагу, подтверждающую это, да, или, может быть, у вас мысль есть, наоборот, поступить куда-то на обучение. Это вот, кстати, очень хорошо подходящее. Также карта говорит о том, что вообще хороший день для какой-то публичной деятельности. То есть вы вроде бы находитесь дома в одиночестве, да, но в то же время общаетесь, ну, через сеть, допустим, с большим количеством там людей, друзей, может быть, по работе, может быть, по обучению. В общем, интеллектуальная деятельность, да, но все-таки вы не в прямом общении находитесь. В общем, как бы дружба, но такая, не один на один. Что еще важно здесь? Хорошее время для того, чтобы
расслабиться, зажечь камин, зажечь свечи, да, вот как-то красоту какую-то вокруг себя создать. Вот сегодня вот именно хочется, чтобы вокруг все было красиво, дорого, вкусно и так далее. Вот это как бы день, который позволяет нам вот расслабиться и чем-то таким новым, радостным, счастливым напитаться. И что будет помогать? Как раз у нас здесь рыцарь чаш. Это и есть у нас желание как-то красиво провести время, говорить о хорошем, говорить о любви и, возможно, к себе тоже любовь очень важно. Сегодня проявить какие-то свои желания, исполнить, дать себе отдохнуть. И вот то, что я говорила по поводу красоты, вкусной еды, это вот тоже все очень даже хорошо. И что будет мешать? Умеренность. То есть, когда мы будем сдерживать себя, когда мы будем, может быть, больше на других время тратить, да, или когда мы будем именно в большом окружении, в окружении большого количества людей, да, у нас сегодня нет сил на то, чтобы мы общались с большим количеством людей. Нам сегодня нужно все-таки достаточно уединения, вот, чтобы собраться силами, отдохнуть, да, вот это важно. Давайте посмотрим отношения для тех, кто в поиске партнера. Здесь у нас тоже рыцарь пентаклей. Карта говорит о том, что у вас, в принципе, есть возможность, ну, тоже эта карта, кстати, не слишком так способствует знакомству, да, скорее всего, вот как раз хочется любовь к себе проявить, отдохнуть. Вот все, что я здесь говорила, да, про какую-то хорошую жизнь, счастливую, вкусную, да, про красоту вокруг себя, может быть, денежки какие-то потратить на себя. Вот это все приветствуется. Но, скорее всего, здесь нет желания такого вообще с кем-то знакомиться. А если же и есть знакомство, то это человек такой спокойный, человек стабильный, но без особых эмоций. Для тех, у кого есть пара, пятерка мечей. Ну вот, смотрите, пока вы в таком состоянии, скажем так, растраченных сил, да, пока вы еще не восстановили свои силы жизненные, да, энергию, лучше вообще не вступать в конфликты в паре, потому что особенно острые бывают конфликты именно тогда, когда мы сами без сил. Мы не можем себя тогда в достаточной степени контролировать. И вот здесь может быть такая ситуация такой войны, борьбы, да, и колкие слова обидные, и все что угодно. Поэтому сегодня желательно уединение и отдых. И если вдруг назревает конфликт, нужно ретироваться, вообще стараться не вступать ни в какие конфликты. Иначе могут быть непредсказуемые последствия. То есть ваша жизнь может коренным образом поменяться. А для тех, кто в ссоре, тройка мечей. Карта говорит о том, что пока не стоит мириться, лучше отложить на другой день и не впутывать в ваши отношения других людей, не позволять другим людям вмешиваться раз, а во-вторых, не нужно просить кого-то вас помирить. Лучше на другое время. Работа. Кто все-таки работает в субботу? Для поиска работы у нас двойка жезлов. Карта говорит о том, что сегодня может поступить информация о какой-то работе, подобной той, которой вы уже занимались. Обратите внимание. Для тех, кто работает, восьмерка мечей. Но здесь без вас не обойтись. Вы такой как бы главной фигурой являетесь на работе. Здесь, конечно, вам хочется отдыха, хочется отдохнуть. Для этого нужно просто закончить какие-то важные дела. Могут быть, кстати, люди, которые должны, допустим, были вам помочь, а они на вас переложили обязанности, да, сами отдыхают, а вы работаете. И может быть как бы немножко обидно по этому поводу. А также здесь может быть и хороший результат в плане финансов. То есть вы можете как-то дополнительные деньги какие-то сегодня заработать, может быть, закончить какой-то проект. В общем, какой-то доход сегодня неплохой можете получить. Но устаете, конечно, хочется уже отдыхать. Для тех, кто своим делом занимается, туз чаш.
Но туз чаш у нас карта самореализации, да, то есть если вы сегодня заняты делом, то, во-первых, вам очень приятно то, что вы делаете, это вам нравится. А во-вторых, могут быть новые какие-то предложения, новые клиенты и новые направления какие-то могут как открываться для вас. И также здесь просто вот полная чаша, да, то есть вы можете заработать хорошо и с удовольствием. Денежки для тех, кто на зарплате. Двойка мечей. Но двойка мечей – это у нас обычно деньги наших близких людей, деньги от коммерции. Вот если у вас с коммерцией связана работа, то будет приходить денежка, но вы, скорее всего, сразу будете это тратить на какие-то необходимые вещи, на дом, на семью и на все такое прочее, да. Если же это коммерческая какая-то деятельность, да, может быть, дополнительно к зарплате, то здесь вот можно заработать. А для тех, кто своим делом зарабатывает, восьмерка пентаклей. Восьмерка пентаклей – это у нас трудности какие-то с денежками. Скорее всего, у вас много планов на деньги, но на все не хватает. Да? Приходится писать список и что-то вот урезать, какие-то расходы свои. Здоровье. Здоровье выпадает карта жрица. В принципе, карта хорошая, да, но здесь вот здоровье, во-первых, зависит от эмоциональной сферы, во-вторых, от жидкости, вот достаточное количество жидкости нужно пить, ну и правильно питаться, да, здоровое питание, и именно такой подход мудрый к здоровью. Чтобы это была золотая середина. Не нужны крайности сегодня. Не нужно, допустим, либо слишком много кушать, либо слишком мало. Голодание тоже по этой карте, если и там необходимо, то только на воде. Но лучше, конечно, все-таки просто умеренное питание, здоровые продукты. А для тех, кто болел, эта карта, знаете, когда много неясного, да, как лечиться, правильный ли диагноз или так далее. То есть какое-то беспокойство может быть. Но по этой карте лучше всего поискать какую-то информацию, да, найти, может быть, какого-то врача, который там народной медициной, нетрадиционной медициной занимается. И вот какая-то очень важная информация вам тут может открыться в помощь. Итог дня. Шут. Ну, во-первых, шут, он всегда у нас дает какую-то свободу, веселье, такое предвкушение чего-то нового, но и выбор, да, выбор от этого дня, как вы его проведете, очень многое зависит. Вот в какой бы сфере ни возникали у вас спорные вопросы или какие-то острые вопросы, да, вот от этого дня будет зависеть, как пойдет дальнейшая жизнь. На будущее очень сильно влияет, поэтому все-таки будьте осторожны с конфликтами, да, старайтесь все-таки прийти в себя, прежде чем решать какие-то важные вопросы. И если это касается здоровья, то, конечно же, тоже будьте осторожны. Посмотрите, тут нужно держать баланс обязательно, не нужны крайности. Друзья, желаю всем замечательного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.